Добрый день. Добрый. Хочу записаться на прием к товарищу Сергеенко. Как ваша фамилия? Первая буква И краткая. Мы же с вами уже разговаривали. А? Мы же с вами уже разговаривали в прошлый раз. Ну, я на другую тему хочу к нему прийти. Лично к нему. Нет ему замены. Сейчас тему изложу. Если будете готовы послушать. Так вы просто как это самое, как Ми-6. Люди звонят, а вы типа, ну ты что вообще суешься? Уже мы тебе ботом в пысу дали, а ты опять. Да, я опять. Вот сейчас я хочу с ним встретиться на тему с ним лично. Значит, он в свое время принял участие в круглом столе с 3 товарищами, с которыми он сегодня бы, наверное, вряд ли сидел бы за одним столом. С Якубовичем, Кузнецовым и Шадурским. Вот. И было, значит, у них совместное заявление про Куропаты. То есть товарищ Сергеенко с их подачи поддержал вот этот вымысел позорный, этот фейк, да. Ну, с тех пор исследовано все вообще, книги изданы, фундаментальные проведенные исследования. На самом деле достаточно было одного раскопа первого, который сделал враг народа Поздняк, чтобы видеть, что это жертвы, да, гитлеровских расстрелов, гитлерского геноцида. Сейчас вот по всей республике идет расследование. Ровно такие могилы находят. Со всеми теми артефактами и характерными захоронениями, и сжиганием трупов последующим. Вот. Поэтому я лично товарищу Сергеенко тогда посылал запрос. Ну, он его ноншалантно перенаправил в Институт истории. А Институт истории что ответит? У нас артефактов нет, данных нет, ничего не знаем, что где публиковалось, что куда. В общем, мы не знаем. Хата не моя. Вот. Ну, я хочу лично с товарищем Сергеенко обсудить это дело. И, как говорится, всегда можно сделать метаною и сказать, да, ошибались, ввели нас в заблуждение. Игорь Петрович проводит личный прием по вопросам, относящимся к деятельности государственного органа, который он возглавляет. А к нему лично... К нему лично он не ведет личный прием. К нему прием, лично он не ведет, но это же он публичную устроил тогда пресс-конференцию. Я доложу по вашему вопросу, а завтра я вас проинформирую, записаны вы либо нет, то есть о решении. Да. Номер телефона для связи. 8033. Так. 66. Так. 37. Так. 422. Так, не спешите прерывать. Подождите, значит, дайте я проверю номер телефона. Да. 8033 66 37 422. Так точно. Вот. Так. Если он готов принять, то со мной еще будет рад прийти подполковник Плавинский Александр Степанович, который исследовал вдоль и поперек это Повторите дело. Еще раз. Плавинский. Александр Степанович Плавинский. Плавинский? Или Плавинский, как? Да. От слова плавать. Плавинский. Да, он член Союза писателей, краезнавца. Александр Степанович? Александр Стефанович. Ну, там в Западной Беларуси католики были, он вот оставил так Стефановичем. Ну, можно... Ясно. О решении записаны вы на прием, либо нет. Завтра я вас проинформирую. Да, пожалуйста. После обеда. Какой день прием, напомните? Понедельник. Понедельник. Вот чудесно. Да, если да, вот, значит, серьезный тот человек, он книжку издал на эту тему. А у меня есть серия лекций в интернете. Ну, вообще есть масса материала, его и моего на эту тему, да. Вот. Уже было, уже как бы официально, но было так это признано. Ксения Лебедева, достаточно центровая фигура у нас, она 2 раза выступала по Первому каналу. Могу я вас перебить на секунду? Вот, и она взяла интервью. Я вас могу перебить на секунду или нет? Вы мне можете ответить на вопрос? Да, слушаю.
Вы мне скажите, пожалуйста, вы в начале разговора сказали про круглый стол. Да. Так вот, круглый стол, кто в нем принимал участие и что это за тема была? Круглый стол был организован в газете «Республика». Ну, в смысле, газета «Республика» его, значит, дала про него подвал, да? Вот, значит, и принимали участие. Запишите 3 фамилии, не перепутать их. Кузнецов, Шадурский, это враги народа, которые сидели на ФМО. Ладно, давайте чисто фамилии. Шадурский? Да, Кузнецов. И кто еще? Якубович. Вот, и с ними сидел товарищ Сергеенко. Сегодня бы он, наверное, с ними не сидел. А круглый стол как назывался тогда? Ну вот, про Куропаты, и так оно и было. Так и было название. Да. Если дасте этот электронный адрес какой-нибудь, я вам пошлю ссылочки на ролики живописные. Я доложу, завтра вас проинформирую. Да, пожалуйста. Да. До свидания. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это Игорь Львович. Да, Игорь Львович, я звонила вас проинформировать о том, что в личном приеме вам отказано в понедельник. Ну, я не сомневался. Вот. Да, всего хорошего. Спасибо и вам. Угу. Куропаты. Следствие продолжается. Вытяжка из книги. Небольшой участок бора, гектаров 10 на 15, приходился на живописную покатую горку, которую именовали почему-то куропатами. Хотя птиц там было немного, зато весной буйно цвели нежно-белые лютики, по-белорусски курослепы. Чего, блядь? Курослепы. Это от слепоты областей наших. Повторно документы, которые хранятся у нас, документы в Национальном архиве специалисты проработали. Кроме вот того, что вы сказали, подтверждения, мы больше ничего не нашли. И даже в отношении этих 2 людей, в отношении которые сохранились там квитанции. Ага, 2 фамилии. Товарищ Сергеенко, эти фамилии известные, они лучше всего подтвердили, что раскопаны были жертвы вовсе не расстрела в НКВД, ни толстых папок, ни тонких папок, ни вообще без папок, как параноик-фашист Поздняк говорит, выражается, что НКВДшники настреляли. А что там лежат жертвы нацистской оккупации, гитлеровского геноцида. Мы немало узнали о Мордехае Шулькисе. Именно его фамилию вы имели перед собой на том памятном круглом столе. И в нашей серии «Убиенный Шулькис» свидетельствует против фейка, убиенный немцами Шулькис. Мы подробно остановились. Тут не будем, только скажу простую вещь. Нижняя строка 100%, со 120% ясностью, четко, ясно, неоспоримо, на 22 июня 1941 года Мордехай Шулькис был жив. Остальное смотрите в упомянутом ролике. Ссылки тут внизу. Там квитанции. Данных ни в нашем архиве, ни в архиве МВД, поскольку, если они выселялись, это было в архиве МВД, не было. То есть, другими словами, товарищ генерал Сергеенко зафиксировал тот факт, что никаких документальных подтверждений расстрела в Зеленом Луге нету. Как заявляли, значит, адепты фейка, вот, например, на фейковом круглом столе, который был проведен в газете «Республика» по инициативе вот господа товарища Якубовича. Это говорит, мы, к сожалению, мы не можем назвать ни одной фамилии. А вот фамилии примерно полдюжины жертв нацистского геноцида мы имеем, да. По свидетельствам, по документам найденным мы имеем среди находок, если посмотреть реально, так сказать, взглядом исследователей, да.
Например, найдена была там квитанция из Гродненской тюрьмы НКВД на имя Мордехая Шулькиса. И увидев, конечно, слова «тюрьма НКВД», возликовали, так же, как когда увидели на гильзах 37-й год, так? Вот. Но что там сказано, что изъят шарф и ремень у него, изъят, да? А в могилах мы что находили? Бритвы и все, что хочешь. Кубки, там даже какие-то устройства для охотничьих пыжей даже нашли. Ну, всякое такое дело. Молодые люди в подполье готовились. Там, это люди на расстрел дошли с да. пыжами. Вот. НКВД. Так, значит, есть свидетельство сестры Мордехая Шулькиса, которая сообщила о нем в Яд Вашем, что он, собственно, погиб после начала войны. То есть ей было достоверно известно, что он был жив. На начало войны он был жив. Заключен он был или нет, но находился в Гродно. Труп найден в Минске, понятно, что бежал. А Александр Степанович все раскопал по документам, как была разбомблена тюрьма НКВД в Гродно, и люди бежали. И понятно, что евреи бежали, но настолько далеко не убежали. Да? Так они говорят, мы не можем назвать, к сожалению, ни одной фамилии. То мы слыхали, что кто-то один все выяснил и решил. Тут мы слышим, что прокуратура все решила. Какая прокуратура? Прокуратура БССР периода распада, когда терминаторы в Кремле занимались развалом советской системы. Какая прокуратура? Что выяснила? Где выяснила? Прокуратура республики устами важнейших своих должностных лиц сообщала, что больше 20 лет назад, 25 лет назад в прессе, что выводы, к которым пришла прокуратура БССР, подлежат пересмотру. Но результаты не были поданы, хотя президент велел подать отчет. Но результаты поданы не были, потому что покойный нам на долгие годы благословенной памяти товарищ Смолянка покоя им не давал, и подавали свои меморандумы, и нельзя было скрыть правду. Поэтому никакой отчет так и не подали. И остались в силе выводы прокуратуры БССР. Ну, многое с тех пор изменилось. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это Игорь Львович. Да, Игорь Львович, я звонила вас проинформировать о том, что в личном приеме вам отказано в понедельник. Ну, я не сомневался. Вот. Да, всего хорошего. Спасибо и вам. Угу.